Испытано на себе. Мы рады вас приветствовать на канале Якутия-24. Это проект «Испытано на себе». Я думаю, что даже сейчас, если вы смотрите нашу передачу у себя дома, даже если на кухне, то вокруг вас есть бытовая техника, например, там стиральная машина, посудомоечная машина, холодильник. Это как обязательный атрибут любой кухни. И сегодня я себя испытаю в роли мастера по ремонту бытовой техники. Ну и сейчас предлагаю познакомиться. Александр Заволоцкий, мастер по ремонту холодильников. Здравствуйте. Александр, приветствую. Александр, расскажи, вот чем занимается мастер по ремонту бытовой техники? Хотя в названии вроде бы все понятно, но тем не менее. Ну, на сегодняшний день мастер по ремонту бытовой техники, он ее, собственно, чинит. Большинство техники, которой занимаемся мы, это крупная бытовая техника. У нас, условно говоря, я работаю в мастерской, в которой вы можете видеть, происходит некоторая работа. В чем заключается именно наша работа? То есть поступает заявка от людей, где-то в городе, по адресу, немножко, может, дальше за городом. Мастер выезжает, смотрит неисправность, что поломано, собственно, у какой техники, метод ее устранения, договаривается с клиентом, собственно, и ремонтирует, производит ремонт. Большинство ремонтов происходит на дому, потому что выездная мастерская, чтобы технику не таскать. Некоторую технику привозят нам в мастерскую, когда ремонт на дому сделать быть не может. На данный момент у нас в этом помещении видно стоит стиральные машинки, парочка штук, духовые шкафы, собственно, плита, варочная панель, так называемое. Это место работы стационарного мастера, нашего радиоэлектронщика, то есть куча микросхем разнообразных вот здесь вот находится. То есть бытовая техника, как обычно, она сюда не таскается, потому что занимает много места, но опять же делается на дому. Ну, на самом деле это удобно, да, то есть если у человека бытовая техника, ему холодильник, допустим, вывозить и везти куда-то, допустим, к мастеру, да, это не так удобно. Ну, это грузчики, это грузовая машина, то есть не у каждого есть сила, не у каждого есть автомобиль. Какие основные распространенные поломки вот у холодильников бывают? У холодильников очень много разных видов поломок. Даже у самого простого холодильника, условно, у бирюсы старопривычной, которая стоит у кого-то на даче 40 лет, и работает, никогда не ломается. Да, то есть это история, которую примерно в 30% посещения я слышу, что есть какой-то бирюса, который 40 лет работает. Даже у этого самого простого холодильника может быть 6 основных поломок, самых простых, еще и в разные комбинации, благодаря которому, собственно, он не будет работать. У холодильников, которые выпускаются на сегодняшний день, этих мест больше, потому что они уже оснащены электроникой, системой No Frost и прочими разными хохоряшками, то есть и каждая из них отвечает за свою работу. Основных поломок как таковых нету, потому что очень много моделей, очень много разновидностей этих поломок. Основное, что есть, это слово фреон и реле, которое встречается у пользователя. То есть, когда человек звонит, говорит, у меня холодильник перестал работать, что можно сделать? Наверное, надо фреон заправить. То есть, люди начинают с этого. На самом деле, в основном проблема не в нем совершенно, а в каких-то других особенностях. То есть, система оттайки, холодильный агрегат, то есть герметичность самого трубопровода. Работающий компрессор тоже очень распространенная получается. Потому что компрессор есть в каждом холодильнике, почти что в каждом холодильнике, который есть на сегодняшний день, это используется в бытовом сегменте. У вас на кухнях, условно говоря, все, что там стоит, холодильник, морозильник, оно все благодаря компрессору работает. Электроника, то есть система контроля. Некоторые управляются простыми вещами типа термостата, некоторые управляются маленькими компьютерами, то есть вплоть до с циферками, которые программируются. В них часто бывает, собственно, неисправность. И исполнительная электроника, которая стоит внизу в морозильнике, отвечает за тайпу, так называемые термопредохранители, которые от пожара, размыкающие реле, температурные датчики, пусковые реле, заслонки, ограничения доступа воздуха, вентилятора охлаждения, вентилятора обдува, то есть очень много деталей. В общем, проще сказать, что все, что может сломаться, все ломается. Да. На практике такого нет. В целом, друзья, сейчас предлагаем, так как Александр это мастер выездной, и, соответственно, мы поедем на выезд, думаю, будет интересно посмотреть, как оборудован твой автомобиль. Да, давайте я вам покажу. Испытано на себе. Сейчас мы оделись, потому что на улице уже холодно, почти зима. И автомобиль Александра, вот такой старенький, добренький Саксит. Кстати, он ездит на нем уже сколько лет? 15 лет я на нем езжу. 15 лет, вот такая хорошая машина. Александр, скажи, ты получается, выездной мастер, и что у тебя в багажнике? На данный момент у меня загружен загружен неполный комплект всего, что может потребоваться во время ремонта холодильников, потому что нынче не лето,
по торговым холодильникам, то есть отпадает там большая надобность. Основное, что у нас? Основное, что это паяльное. То есть очень часто используется это набор паяльный, то есть горелка, разные трубы, собственно, весы, инструменты для расширения труб, расходные материалы, фильтры, клапана. Очень важно это зеркальце для того, чтобы смотреться на себя, либо в труднодоступных местах. Вот так вот, вот собственно, это очень-очень важный инструмент. Далее, что? На данный момент в машине у меня находится раз, два, три, 4 разных вида фреона на холодильниках. Он разных видов бывает? Да, разных видов и друг другу не заменяется. Вообще еще 2 вида лежит там внутри, но они используются редко. И поэтому с собой их особо не вожу. То есть имеется запас компрессоров, то есть как бы так показать. Ну, вот он условно один стоит здесь, там под низом еще парочка, которые используются чаще всего. Набор инструментов это ручной. Также здесь имеется набор запчастей. Всякие таймеры атаки, вентиляторы. Здесь хрупкие вещи лежат отдельно в ящике. Конденсаторы, всякие крутящиеся моменты, термостаты, крыльчатки. Все это бережно, аккуратно возится, хранится почти на каждый холодильник. Почти всегда, чтобы отремонтировать. Почти что есть в данном автомобиле укомплектован для того, чтобы не попадать в ты просак. готов приехать и Почти на любой ремонт. процентов 70-80 холодильников можешь именно, не кладя ничего Да, дополнительного сделать. да, совершенно верно. То есть с собой имеется не только самое основное, даже то, что используется редко, то есть какой-нибудь удлинитель, болгарка, бумеранг, то есть, много чего может быть использовано, оно, на данный момент в этом автомобиле присутствует. Ну, бумеранг это, конечно, Ну, а как говорят самураи, если меч понадобится, а его нет, это плохо. точно. Так, ну что, сейчас у нас есть выезд, соответственно, перейдем к практике. Есть холодильник, который неисправен. Посмотрим вживую, как это все дело работает. Поехали. Испытано на себе. В принципе, схема простая, то есть фирма получает заказ, приезжает мастер, и вот уже, в принципе, мы находимся около неисправного холодильника. Но так как я буду участвовать в процессе, поэтому, чтобы не рисковать, чтобы клиентов не отпугивать, поэтому вот это мой холодильник, он у меня действительно сломан, и мы находимся у меня дома. Александр, я расскажу, историю, что произошло. В общем, в какой-то момент перестала, по-моему, холодить верхняя камера. Я решил со своими руками что-то там поделать. И, в общем, что получилось? Здесь я обнаружил вот такую вот панельку. Ее открутил. И там была такая штучка, я не знаю, как она называется. В общем, заслонка, по-моему. Да, заслонка. И у нее шлицы на шестеренках были сточенные. Из-за этого она не работала, в закрытом состоянии была. После того, как я позвонил в какой-то магазин или куда-то я позвонил, в общем, я не нашел запчасть и подумал, что сделаю сам, вытащил полностью эту заслонку, и чтобы она сильно не морозила, заклеил все воздуховоды практически полностью, и это позволяет, камера долго охлаждается, но в целом работает как холодильник, но тем не менее есть минус, возможно, из-за этого у меня вот здесь нижняя полка, видите, она вся во льду, кстати, мы ее даже не пользуемся. В общем, холодильник работает, морозит, но некорректно. Вот, с чего мы начнем? На данный момент действительно все верно. У данного холодильника бывают неисправности отдельно. У холодильного отделения кажется, что холодильное отделение, собственно, не работает, а при этом морозильное отделение работает. Исходя из истории, удалили заслонку. Заслонка — это такое отрезающее устройство, которое в тот момент, когда холодильник уже имеет нужную температуру, она закрывает поток холодного воздуха, и до момента, пока холодильник не растеплится, собственно, она остается закрытой. Потом, когда нужно, опять открывается и запускает холод в холодильное отделение. Неисправности заслонки бывают, сточенные шестеренки, то есть она не может крутиться, моторчик работает, она либо в закрытом состоянии осталась навсегда, либо в открытом состоянии осталась навсегда. То есть если в закрытом состоянии навсегда, то у нас холодильное отделение перестает работать, холодный воздух туда просто не поступает, не может. Иногда вот здесь получается, вот здесь как-то еще прохладно, а здесь уже ничего не работает. Ранее, действительно, когда с запчастями были проблемы, можно было выходить из этой ситуации. Так некоторые так и делают, собственно, как Руслан, удаляют эту заслоночку и ограничивают доступ холодного воздуха механически. То есть скотчем заклеивают, пенопластом затыкивают, у кого дырочки, у кого прорези. То есть это так делают, да, люди? Не всегда, потому что
как ни крути, пользоваться холодильником в таком состоянии это неудобно. Да, очень. Пользуются до момента, когда вот настает момент доколе. Собственно, мы наконец его отремонтируем. Это не только в данном случае, бывает там и с вентиляторами, бывает система оттайки, люди мучаются, там раз в неделю его размораживают холодильник. Но на данный момент, да, у вас неисправна заслонка, как вы сами сказали. Мы сейчас разберем, покажем, как она устанавливается, как она выглядит, что у нас вообще. И по поводу нижнего примороженного ящика мы тоже отдельно вернемся, это немножко другое. Что ж, возьмем инструмент. Так, на данный момент для разбора холодильника нам потребуется простой инструмент, то есть отвертка. Но для начала давайте покажу вам, что вообще используется, что есть в этой сумочке, которую я не показал там. Манометрическая станция давления, то есть у меня их 2 штуки. Это шланги, соответственно, и с манометром для давления для подключения к холодильным агрегатам, к бытовым, промышленным. На одном давление повыше, на другом давление пониже, более точное. Для разных фреонов как раз используются разные вот эти вот станции. Даже так? Да, некоторые работают на давлении, на вакууме работают, некоторые на среднем давлении, некоторые на высоком давлении. То есть, допустим, вот этот младший манометр можно сломать высоким давлением, поэтому есть тот, который более высокое давление держит. Ну, вот, собственно, этот точно. Это набор всяких головок, ключей бывает для разбора. Нужен, но открывать его не будем, понятное дело. Это точный контактный градусник, то есть такой... Ух ты. Тоже интересная вещь, она многим знакома, некоторым не знакома, то есть прям ставим, он температуру. Он покажет не то, чтобы прям точно, но вот сейчас показывает, что он 32 с копейками, что, ну, примерно равно, да. Он. Как ни крути, когда долго держишь на трубе, можно без вскрытия системы, допустим, посмотреть примерно, понять, что происходит с холодильником. Само собой, обыкновенные плоскогубцы, ножи, собственно, мультиметр для снятия разных показаний. То есть вольтаж, ампераж, прозвонка, емкость конденсаторов, токовые клещи для посмотреть, сколько потребляет компрессор, то есть в каком состоянии, там в основном там вентиляторы можно посмотреть. Налобный фонарик, чтобы долго работал. Бывают темные места, когда внутри, особенно там копаешься, свет через тебя не светит, то есть очень удобная, нужная вещь. Некоторые запас запчастей, которые он у меня остался с прошлого раз, просто тут датчики, таймер оттайки, всякие провода для подключения к устройствам потребления напрямую, то есть 220 проверять вентиляторы, там направление вращения, куда он вращается, вперед, назад, лево, право, там тоже разные бывают. Ну, собственно, из такого чудного ножницы для резки капиллярных труб. Очень универсальный инструмент, нами очень любимый. Мы им режем трубу, откусываем трубу, зачищаем провода, пластик кромсаем, то есть такой универсальный, очень нужный инструмент. Многим просто тупо неизвестный ранее. И... Ну, думаю, на этом, пожалуй, все остальное очень понятно, потому что это отвертки, ключи на 10-12, изолента, собственно, запас тут кнопок для промышленного оборудования, обыкновенные стяжки пластиковые, тут конденсатор маленький для помех, для снятия стоит. Ну, и остальное, думаю, будет обычно. Ну, то есть, это вот то, что должно быть в сумке у холодильщика. Да, встречаются разные случаи, то есть там бывает что-то тяжелое надо будет открутить, бывает надо проколоть систему впервые, там посмотреть, сколько у него давления для резки труб, то есть много чего есть, несколько видов отверток, куда где пролезть, индикатор, собственно, отвертка чуть покороче, иногда бывает нужен и напильник, бывает, само собой, изолента, ножи сменные. Для вот этого парня разрезать очень часто. Да, друзья, ну сейчас я вот смотрю на все это, и я понимаю, что мы полностью не раскроем профессию мастера по ремонту холодильников. Возможно, у нас будет еще одна часть. Сейчас для того, чтобы отремонтировать, ну, по крайней мере, этот холодильник, нам, по-моему, потребуется только отвертка. Это фальш-панель, в ней находятся воздуховоды, и под ней находится датчик температуры, насколько я понимаю, если он у вас где-то здесь не в лампе. Нет, его здесь нет, он там внизу. Панель откручивается несложно. Самое основное, потом достать ее оттуда, не сломав. Потому что бывает, что она примерзает, бывает присыхает, и неправильно приложенное усилие может привести к травме. Все прошло хорошо. Так, теперь нам надо аккуратненько выдвинуть. Действительно. Собственно, вот у нас температурный датчик, а вот сюда вот вставляется заслонка, и вот здесь вот она, по идее, находится. Что мы видим? Это я сделал точно, я вспомнил. Сначала пытался Вырезал. ограничить, да. Да, чуть-чуть, чтобы поток был меньше, но это все можно убрать, конечно. Вот, да. Мы видим на данный момент автомобиль без двигателя. Ага.
Вот так вот выглядит это устройство. То есть аккуратненько вручную открывается, закрывается, через которое, собственно, проходит воздух. Будем проверять его в работе. То есть возьмем, подключим новое. На данный момент она у нас закрыта. Для того, чтобы сымитировать работу заслонки, нам потребуется закрыть дверь. Но закрыв дверь, мы не увидим, что там происходит внизу, поэтому используем магнит для обнаружения датчика закрывания двери. Вот. Ух ты. Мы закрыли дверь, наблюдаем за заслонкой, собственно, она начала открываться. Работает. Открылась, да, в открытое положение. Теперь мы дверь открываем, заслонка закрывается, потому что во время открытой двери, получается, происходит выстуживание, то есть сразу он хапает горячего воздуха, холодный воздух тратится сюда, но это для экономии холода, это, собственно, делается. Вот. Также на холодильное отделение может влиять вентилятор, который находится в морозильнике. То есть воздух сюда поступает с помощью вентилятора. То есть он не сам сюда поднимается по лестнице, собственно, он по физике, холодный воздух идет вниз, теплый наверх. То есть холод сюда самостоятельно не придет, он делается с помощью вентилятора. Так, сейчас что делаем? На данный момент, я думаю, можно собирать верхнее отделение, потому что у нас, в принципе, все. Надо выключить вообще холодильник из сети по-хорошему, потому что надо будет отключать температурный датчик. Отключаем температурный датчик, отключаем заслонку и всю вот эту конструкцию целиком вытаскиваем сюда на воздух, для того, чтобы можно было аккуратно, Всё. нормально его, не там внутри, копаясь в стесненных условиях, можно было его нормально на полу, допустим, собрать. Включаем это. И сейчас Так, это что-то лишнее, это, по-моему, я... вообще, этот скотч, он фиксирует его проектное положение, он здесь не обязателен, да. Самое сложное сейчас, это будет вспомнить, как она стояла в отсутствии старой детали. Начинаем играть в головоломку. Так, но я вижу, что здесь есть выемка под провод, да? Совершенно верно. А так как это утеплитель, может быть так? Правильно? И мы треугольным попадаем в треугольное. Совершенно верно. Правильно? О, Да, все. И заслонка открывается сюда. да. У нее, соответственно, есть этот. Сюда. Теперь, если закроется крышка, значит, А все это что хорошо. такое? Это на других моделях. Есть модели постарше, по наворочению. У нее в нижнем ящике имеется зона свежести. То есть там вместо привычных плюсовых температур, плюс 3, плюс 5, там держится температура минус 2, 0 для хранения, допустим, фарша, для хранения остуженного мяса. В этой модели такая зона не предусмотрена. Однако данная деталь используется в обоих, поэтому это место закрыто. То есть навсегда, чтобы туда не дуло, иначе бы тоже там морозильник был у вас. Это вот нижнюю полку получается. Да, есть холодильники, у них две нижних полки. То есть одна тоже с отдельным компьютером, и вторая получается сюда. Вот для этих вот моделей это используется. Понятно. Нам здесь оно просто заклеено. Теперь закрываем. Немножко грубой силы. А клеить надо скотч этот? Или... Можно. Можно наклеить, можно удалить. Ничего не даст. То есть посюда немножечко будет пропускать воздух, что нам в эксплуатации не даст большой разницы. Так больше для того, чтобы она не открылась во время монтажа, не сломалась. Ну что ж, продолжаем. Так, ну я как хозяин, да, я вот вижу там грязь. Сейчас я его помою. Это нарушит его экосистему. А, серьезно? Один раз открываем холодильник, то есть холодильник стоял что-то типа кладовки, что-то типа загона для куриц, то есть такой не совсем человеческий холодильник. Там то ли картошка, то ли какие-то заготовки для животных. То есть скрываем таким же образом, и там вот в той зоне находился дождевой червь. То есть высушенный до состояния как бы соленых закусок дождевой червя. Удивились, подумали, надо же. Серьезно? Интересно. Да. Это видели вот эти глаза. Так, я сейчас быстренько просто протру. Так, что? Тут какой-то такой есть еще. Временами люди, разбирая холодильник, также вот снимая какие-то фальш-стенки, обнаруживают там грязь, которую не понимают, откуда она взялась, собственно, почему это, что такое это у нас какое-то темное, у нас такого не было. Банально из воздуха пыль, собственно, которая оседает на прохладных поверхностях, конденсируется вместе с влагой, годами отекает по маленькой капельке, образуя небольшие пятнышки. То есть явление это нормальное. Что-то пролили, как бы пыльно на улице, через окна залетает, этот воздух сюда проникает, с годами там у всех, собственно, стерильно никогда не будет. То есть для этого есть специально вот там раз в месяц отключают люди, холодильники моют. Это был Каменский огород. Да-да-да.
Так, тут, в принципе... Да, именно всё. так. Мы его вставляем туда, подключаем датчики и вставляем туда, куда надо. То есть на место его ставим по разъемам, Так, по его форме. Это, кажется, так было. На фишках есть система защиты от дурака. То есть на них Должно. есть направляющие для того, чтобы вы одну деталь вместо другой не смогли поставить. То есть если очень умудриться, конечно, можно там неправильно сделать, но вот именно конкретно в этом случае тут не ошибешься. 2 контакта на 4. Так. И вроде заклепки, да? Как? Да, туда надо аккуратненько давануть, чтобы ничего не мешало. Что как-то он... Проверь-ка она как будто или нормально все. И до конца додавливаем всю верхнюю часть. Она не идеально прилегает. То есть все равно щели будут. Здесь, скорее всего, топ. Все, а теперь могу уже удалить, да? Да. Скотчи здесь больше не нужны. Колхоз. Колхоз рулит. Ну, сколько лет так стояло? Где-то года 2, наверное, если не больше. Всё, теперь Ну, значит, Закручиваем. примерно близко что-то как-то попалось. Потому что обычно, если холодильник работает в ненадлежащем режиме, с ним что-нибудь случается. Ну, я так понял, что при каждом открытии дверцы эта заслонка срабатывает. Соответственно, у нее повышенный износ, да? Ну, у нее имеется свой ресурс, действительно, она срабатывает не только при открывании двери, но также при включении цикла оттайки, при остановке по температуре. Она действительно навсегда работает. А этот холодильник, ну, это система No Frost или нет? Да, это система Система No Frost. есть, Да. да? Но все-таки внизу, получается, без этой заслонки у меня много льда, да? Появляется. Да, Это- вот. это И отсюда постепенно мы приближаемся Ко второй теме. Да, ко второй теме. Система No Frost – это то, где у нас весь холод находится в морозильнике. Система не No Frost, то есть так называемая капельная система, это холодильники, у которых здесь вот на задней стенке она гладкая вся. То есть на данный момент у нас тут элемент находится дополнительный, всякие там направляющие, ладно, не трогать. Гладкая стенка, на которой образуется снежок, на которой образуется конденсат, который сначала замерзает, потом оттаивает, убегает в специальное дренажное отверстие и уходит туда назад на компрессор, где благополучно выпаривается от температуры самого компрессора. Он, тепло-горячий всегда находится, поэтому как бы таким образом вот справляется с вот этим вот конденсатом. В системе No Frost это место находится в морозильном отделении. То есть там тоже надо также вот снять фальш-стенку, за которой находятся все органы, вот, собственно, холодильные и оттаечные. Там идет такой радиатор алюминиевый, и на нем вот эта влага оседает на нем. У разных холодильников по-разному, но цикл между оттайками составляет 6, 8, 10, 12 часов. То есть у фирмы, у какой кто как запрограммировал, так и есть. Каждые 8 часов, каждые 12 часов, там 2-3 раза в сутки включается оттайка, и весь этот конденсат, он оттаивает, который мы не видим, и также отправляется на компрессор, на влагоприемный лоток, который находится на компрессоре, оттуда он выпаривается. Вот. Если случаются проблемы с дренажом, то есть, условно говоря, канализация забита, куда пойдет все это? Оно пойдет наружу. То есть Вот этот лед, тут вообще много собралось. это прям очень долго не работает дренаж. То есть вот на данный момент ящик наполнен почти посередине. То есть вот люди бывают действительно не замечают эту проблему. Примерз да примерз используется. Ну действительно, примерз да примерз. Вода вместо того, чтобы течь назад, она течет вперед. Как бы не пользуешься этим ящиком, да и ладно. Но холодильник No Frost работает за счет перемещения холодного воздуха. И когда вот этот дренаж воды накопится столько, что он закроет дыхательное отверстие, то есть у него наверху находится подача воздуха, а возвращается он через нижний дыхательный пазух. Получается, он заливается водой, и циркуляция воздуха прекращается. То есть вот эта вот проблема, с виду как бы обыкновенная, там, не страшная, может привести к тому, что холодильное отделение тоже отказывает. То есть холодный воздух не может прийти сюда. То есть как вот циркуляция воздуха выходит, мы его перекрыли, он отсюда чуть-чуть дует, а забирать не может.
Холодильное отделение. То есть, я так как понял, что в принципе с этой заслонкой, скорее всего, не связана эта тема. Да, это отдельное заболевание, которое может быть спровоцировано и поломанной заслонкой, может быть спровоцировано отключением света. То есть свет ушел на пару часов, на 3 часа. Там сзади начинает подтаивать, начинает водичка там капать, стекать, через этот дренаж уходит. Включается свет, холодильник понимает, надо работать, начинает, лед стал колом. Дырочка замерзла, где-то внутри там подсочилась, ну, там, допустим, может быть, грязь там еще что-то попала, та же самая пыль из воздуха. Все. Отточное отверстие у нас отсутствует. И он начинает течь. Это может быть проблема заужения дренажа засора, может быть проблема случайная. То есть у вас неизвестно. Для того, чтобы посмотреть, как бы, можно ли исправить, как это вообще исправляется, нам придется холодильник отодвинуть. То есть потому что мы вовнутрь не залезем. Да, он что? Да, для того, чтобы укротить внутреннюю крышку, которую мы давайте посмотрим, то есть эти вот 2 ящика мы вытащить сможем. Вот. Этот ящик мы вытащить не сможем. То есть он у нас намертво примерзший, а здесь вот у нас тоже имеются отверстия, через которые дует, собственно, воздух. Холодный воздух поступает сюда и потом, ну, как бы, циркулирует, возвращается. Здесь тоже продукты обдуваются. А это лед, получается, стекает, скорее всего, из этой камеры, да? И из этой камеры, и из этой камеры. То есть все продукты, которые вы засовываете сюда, начинают, ну, как бы немножко испарять влагу, как туман в воздухе зимой. Поэтому не рекомендуют горячий суп ставить, например. Да, теплый, из-за этого происходит резкое, как бы, сильно. Во-первых, подъем по теплу происходит. Это, ну, как бы, энергозатраты. Это такое, как бы, второстепенное. А так он, да, очень сильно может нарасти инеем. И если испаритель, то есть эта вот решетка охлаждения сильно очень обросла инеем, через нее тоже воздух, как через сугроб, продуть не может. Тоже не циркулирует, нормально не охлаждает. Возникает проблема либо с оттайкой, собственно, либо просто с циркуляцией. Так, тогда с этой стороны мы не подлезем, надо отодвинуть. Да, все, что мы сможем сделать, это немножко посмотреть сзади, а вот это 3 суток с открытыми дверями. Вот. В первую очередь отскочит ящичек, его можно будет удалить, и потом дальше. Там очень плотный, как бы, лед сидит настоящий, и достаточно глубокий такой кусок, который просто там за 2-3 часа не отойдет. Это 2-3 дня, его полностью оттаивать, будет течь в разные стороны, после этого теоретически должен заработать. Вот. А заработает или нет, мы сейчас посмотрим сзади, там у них есть один клапан интересный. Так, стоп, тут тоже лучше подержать инструмент. Нюансы? Да, есть хитрости. У холодильника сзади находятся колесики. То есть спереди у него ножки, сзади колесики. Приходишь на квартиру, то есть очень часто холодильник надо двигать. Вот. Очень часто там бабушки, женщины, дети, как бы немощные. Всякие разные. Ну, в любом случае, холодильник просто чуть-чуть приподнимается здесь, головой уперся. И очень легко на задних колесиках его, собственно, на себя отодвинул. Проще, чем кантовать его. Намного проще. Так, можем еще, чтобы видно было, наверное, да? Ну вот да, мы его сейчас на колесике развернем. Сзади у нас находится так называемое компрессорное отделение. Тут тоже собирается пыль. Всякое разное. И на данный момент у нас вот он, этот, собственно, лоток влагоприемник, куда должна поступать влага от оттайки. он сухой, да? Он сухой, да, в него ничего не поступает. Воздушный клапан у него большой, то есть не резиновый, у него дырочка есть. Вам в любом случае нужен будет доступ изнутри. Снаружи мы ничего не сделаем, не посмотрим. Но есть вариант, что если морозильник оттает, допустим, да, все почистить там, допустим, и потом запустить, возможно, будет заработать. Невозможно, он будет работать. Он сразу же, он будет хорошо, все нормально, не будет примерзать. Если проблема есть, она вернется скоро. И в целом тогда я тоже могу так отодвинуть холодильник и проверить вот это вот. Если поток. сюда вода поступает, значит нормально. да, дренаж рабочий. Все. Вот, но это можно будет проверить в первую неделю, потому что обычно через неделю использования холодильника дренаж переполняется настолько, что он начинает течь вовнутрь, то есть вы это обнаружите и опять же изнутри. Ну, мне все-таки кажется, что из-за того, что вот эта заслонка была закрыта, Не исключено. то есть ее не было. Да, у вас был постоянный подсос теплого воздуха, так или иначе, даже в те моменты, когда вот оно должно было быть закрыто. То есть это вполне может провоцировать. То есть это недоказуемо. То есть, но провоцировать свободно. Очень спокойно. Хорошо. Туда я его не буду еще подключать и подожду. Да, благо на улице зима. Да, можно вынести заморозку. Да, все это можно будет сделать. Стоит. Хорошо. Так, ну, собственно, проверим. Да, кстати. Каким образом проверяется? Запускается он не моментально, мы на данный момент просто его включаем.
Немножко можем побаловаться с температурой. Поставим условно 3, у меня, допустим, 3 стоит. У меня похожий холодильник, только с другой системой управления. Ну да, Фрезер. 19, а это я повысил из-за того, что ее там не было. Средние настройки. Мгм. Запустится он не сразу. Через некоторое время у нас запускается компрессор. Затем после него запускается вентилятор. И мы его... Когда дверь открываем, заслонка закрывается. Верно. То есть мы ветер не почувствуем. Это- Тоже есть способ, как раз вот я хотел его показать. Мгм. Каким образом можно это дело проверить. Нам только нужно дождаться, чтобы он запустился. Да, Собственно, прошло несколько минут, кстати, я вот был удивлен, что я думал, холодильник включил, да, в розетку, и он сразу заработал. Нет, где-то минут 10, да, где-то ждали? Да, Пока примерно так. выключится. Это у современных холодильников есть такая система защиты, то есть не все холодильники этим оснащаются, но есть, то есть вообще основа какая? Если вы вытащили холодильник из розетки, то нельзя его сразу на место втыкать. В особенности это относится к старым холодильникам, потому что на компрессоре стоит такой пускозащитный механизм. У него есть так называемый кулдаун, то есть перед повторным запуском он должен остудиться. И поэтому нельзя вытащить из розетки и ставить его на место. То есть, если вы решили поменять розетку, допустим, эта розетка вам нужна, а это свободно, вы вот так вот перевоткнули, можно спровоцировать какую ситуацию. То есть, с компрессора реле не остыло, он не может запуститься, стоит под нагрузкой, срабатывает защита. То есть, там есть тепловуха такая. Тепловуха сработала, за это время пусковой механизм должен остыть. Он как раз потом защита отпускает, компрессор запускается, все произошло нормально. Вот если эта защита не сработает или попадет в такой неприятный цикл, когда они не могут друг вместо друга одновременно прийти к рабочему состоянию, можно спалить компрессор. Замена компрессора – это штука дорогостоящая. Вот, поэтому в некоторых современных холодильниках, в хорошей доле, не во всех, реализована система защиты на программном уровне. То есть, как только вы включаете холодильник в сеть, он питание на компрессор подает не сразу. То есть, он отчитывает какие-то несколько минут, после этого подает питание. То есть, холодильник начинает работать. Это для того, чтобы он успел остыть. У некоторых холодильников тоже он такой системой не обладает, то есть у него немножко по другим параметрам. То есть он включил, смотрит, в морозильнике холодно, может была оттайка, мало ли что, я не знаю, просто я подожду. То есть эта логика нам неизвестна, она есть у производителей, либо у кого-то из авторизованных фирм, сервисов, то есть у нас нету, мы сами кустари, сами обучились, левши, получается, мы можем только гадать, но общими усилиями пришли что оно так, собственно. То есть, сейчас уже можем проверить работу заслонки. Да, сейчас мы на финальном этапе уже в собранном виде проверим собственно, работу заслонки, поступают у нас холод или нет. Как только мы открыли дверь, у нас заслонка закрылась, также мы будем обманывать эту дверь. Возьмем, собственно, закроем. С помощью магнита здесь стоит, гиркон, можно сказать, магнитный датчик закрывания двери, он на электронном уровне, он не кнопочный, у некоторых бывает кнопка, то есть кнопку нажал, как будто дверь закрылась, бывает сбоку, слева, право. Всяко разное. И банальной зажигалкой, собственно. Хорошо. У нас дует, да. Закрываем, открываем дверь. Закрылась. Да. Чудеса. Техника. Да, техника. Слушайте, Александр, хочу поблагодарить в твоем лице также компанию Holotech Service за возможность провести съемки. И я думаю, что очень много сегодня нового узнали, по крайней мере, о том, что теперь выключать, переключать старые холодильники из розетки, да, нужно подождать некоторое время, чтобы все работало как надо. Хотя есть такое мнение, что старые холодильники древние работают как часы, да, то есть, но ломается все, да? Да, все, да, действительно, есть старые холодильники, очень сделаны как танки, есть работающие по сей день. Но пренебрегать не стоит, правилами безопасности не стоит пренебрегать в любом случае. То есть, даже если вы в нем уверены, то есть береженого Бог бережет. На данный момент действительно мы рассмотрели, то есть один холодильник, поломка была не по фреоновой части, то есть не по реле, как я и говорил, очень многие думают, то есть это два распространенных слова просто в кругозоре. С органами управления было связано, собственно, с электроникой. На данный момент думаю, что холодильник будет исправно работать. Конечно, после того, как дренаж будет оттаян, все дела, то есть приведен. Сейчас, в плане опять выключить холодильник, отдать ему оттаять полностью. Я представляю, сколько сейчас тут будет потом воды. Ведро, да. Да. Надо будет следить. Дня два постоит, а потом просушим и включу снова. Если что, позвоню. Друзья, а сегодня, я напоминаю, у нас выпуск был посвящен профессии мастера по ремонту бытовой техники, в частности холодильников. Александру еще раз большое спасибо
за очень интересный выпуск. Ну, а вам также желаем, чтобы у вас техника не ломалась. Ну, а если ломается, то желательно своими руками туда не лезть. Вот в моем случае, как видите, холодильник работал, но... Очень жаль, что у тебя не сломался компрессор. Мы бы сейчас увидели намного больше работы. А Но может быть, очень это- жаль только мне. А может быть, кстати, это будет одна из следующих, да, тем. В принципе, если вдруг что, можем показать, как работать, как ремонтируется компрессор. Там, я Милости думаю. просим, пожалуйста. Ну все, пока, до встречи, друзья, и я думаю, что мы с Александром еще увидимся. До свидания. Как видите, в данное время холодильник исправно работает, и в морозильном отделении лед не накапливается. Уже в следующем выпуске я испытаю на себе более сложный ремонт, когда выходит из строя испаритель и медные трубки. Испытано на себе.